О развитии российского и башкирского биатлона прямо сегодня поговорим в программе «Интервью». Здравствуйте. На прямой связи со студией из Москвы вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Викторович. Здравствуйте, как нас слышно? Да, добрый день. Давайте тогда будем приступать. Командуйте. Ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции как-то сказываются наверняка на организации тренировочного процесса в нынешнем межсезонье. Ну, по сравнению с прошлым годом, наверное, гораздо лучше, потому что нас уже можно считать, я имею в виду себя, не себя, а тренерский штаб и спортсменов уже бывалыми в этой ситуации. Мы вместе с вами, спортсмены, такие же, по отношению к ковиду, такие же люди, как и обычные граждане. Единственное, приходится гораздо больше перемещаться, бывать в новых местах, но за год накоплен достаточно богатый опыт. В принципе, уже научились справляться с этой бедой. Ну, она для всех, наверное, одинаковые методы борьбы. Это кто мог и желал, вакцинировались, кто не вакцинировался, либо переболел, имеет антитела, а кто ни то, ни другое, получается, значит, просто соблюдает досконально меры, которые всем уже, наверное, стали наизусть известны в нашей стране. Почему решили организовать сборы в разных географических точках под руководством разных тренеров в разных группах? Как вам сказать, в принципе, ничего, наверное, нового в этом шаге нет. Периодически какие-то шаги той или иной организации тренировочного процесса, они происходят в любой федерации, в любом виде спорта. Ну, пришли новые руководители, новые люди, отвечающие за спорт высших достижений в Союзе биатлонистов России, новые старшие тренеры. Поэтому это, наверное, какое-то коллективное решение. Так посчитали люди, ответственные за результат в спорте высших достижений в Союзе биатлонистов России. Они посчитали, что так будет наиболее эффективно и реализуют свое видение на практике. Результат покажет, как это отразится на результате на конечном. Планируется ли развитие тренерских кадров на местах в регионах? Да, спасибо за вопрос. Вы правильно подметили, что это, наверное, один из самых главных вопросов, который стоит на повестке дня не только у Союза биатлонистов России, не только в виде спорта биатлон. Наверное, он стоит вообще во всех, за малым, может быть, исключением, где мы там доминируем на мировой арене. В постоянном методическом развитии тренеров, и особенно в первую очередь тренеров, наверное, на местах, детских тренеров, с чего все у нас начинается, это я с вами соглашусь. У нас здесь большие резервы, вот так вот мягко, наверное, назовем. И это надо делать. И если возвращаться, как вы говорите, не на всю Россию, а экстраполировать ваш вопрос непосредственно, мы же сейчас с вашим региональным телевидением делаем интервью, я скажу на конкретном примере, что в случае с Уфой как раз с республикой эти вещи, они и в кадровых назначениях, и в отношении руководства, я не побоюсь этого слова, и республики, они дают нам основания говорить о том, что развитие, в том числе и этой составляющей, по компетенциям тренеров, она на правильном пути и будет идти. И семинары будут проводиться и местного, и регионального уровня, и всероссийского уровня у нас запланировано в Союзе биатлонистов России. Сейчас идет активное обсуждение, уже выходит на стадию утверждения программы развития биатлона Союза биатлонистов России на 4-летие ближайшее. И там этому вопросу уделено очень много времени с конкретными вопросами, какие методические пособия необходимы на сегодняшний день, с конкретными сроками, с конкретными названиями по всем уровням подготовки. Они, в общем-то, стоят как задачи первостепенные на 4-летний период работы Союза биатлонистов России. Что скажете о развитии башкирского биатлона, об изменениях, которые произошли в федерации? Здесь я бы хотел поподробнее остановиться и полностью соглашусь с той характеристикой, как вы метко, наверное, подметили, второе дыхание, что ли, да, там Уфа ведь славна была очень своими традициями биатлонными. И здесь я бы хотел, как это у Якубовича
пользуясь случаем, да, как там у нас говорится, но в хорошем смысле этого слова и без шуток, я думаю, в первую очередь, конечно, вот то, что начались очень, ну, тектонически, наверное, громкое слишком слово, да, там, применительно к виду спорта нашему, вот, но реальные такие, осязаемые, вот для нас, для меня в частности, как руководителя Союза биатлонистов России, отвечающие за регионы, в лучшую сторону отличающиеся от большинства, вот этот момент развития я очень четко почувствовал. Сейчас, наверное, все-таки это впрямую, не наверное, а точно связано с то, что глава республики, вот Радик Борисович, вернулся в республику, да, пошел на повышение в очередной раз. Я сразу же, да, почувствовал, что на новом месте в Уфе началось вот это вот, начались серьезные изменения по развитию нашего вида спорта. На сегодняшний день не только вот грамотные кадровые решения, а просто вот отношения, оно, смотрите, как выстроилось, что в руководстве федерации нет людей со стороны, что ли, так назовем. Все люди там и из биатлона, и все на своих местах. Руководитель, вот повторюсь, Максима Чудова там избрали, понятно, он в там, каких-то рекомендациях, характеристиках, говорить, кто он, понятно, да, что Виктор Анатольевич Никитин, да, ну, тоже человек, наверное, не нуждающий в представлениях особых, но я напомню, что если касаться спорта высших достижений, что и Латыпова, и Бабикова, и того же Чудова, он был Максима личным тренером, то есть человек, рекомендовавший себя уже в биатлонном сообществе как крепкий такой профессионал, как тренер. Вот. Пройдя достаточно большой административный путь, то, что он стал руководителем самого крупного в республике комплекса, центра, я бы сказал, наверное, всего там биатлона в республике, это тоже очень знаково, да, то есть все на ключевых местах, на ключевых точках развития вида спорта стоят люди, зарекомендовавшие, показавшие себя в этом виде спорта только с самой там лучшей стороны. Мне и от них, и в общении вот с Русланом Тагировичем Хабибовым понятно, что в республике очень трепетно, что ли, и очень динамично, слова с делом не расходятся, вот относятся к нашему виду спорта. За это там благодарность и Сизякину Александру Геннадьевичу большая, да, что он там практически, ну, если не вручную, то со слов и министра спорта вашего, и Виктора Анатольевича, руководителя комплекса, ну, что называется, там всегда открыты, не только открыт для просьб, но и для их реализации. Вот вы упомянули, а у нас коллеги только что вернулись оттуда и вживую увидели, как после там, ну сколько, месяца два прошло, да, три максимум, как мы говорили о том, что неплохо бы, конечно, там провести реконструкцию покрытия, и не только покрытие Уфимского стадиона, как это уже в жизни, в практику перешло, да. Вы знаете, что там на сегодняшний день идут масштабные, уже завершаются масштабные работы. Нам известно, что значительные средства выделены на это больше сотни миллионов, 120 миллионов, если мне память не изменяет. Ну и, естественно, с министром-то уж, я говорю, с Русланом Тагировичем, мы с ним практически еженедельно там на связи, и ход работы именно по реконструкции и по кадровым вопросам. Ну, человек чувствуется, что он совершенно там, вот мне 54 у нас региона, приходится общаться с 54, наверное, практически со всеми, за редким исключением, министрами или руководителями департамента спорта. Но я вам скажу, что, опять же, никого не обидишь, что вот по плотности, что ли, взаимодействия, и главное не то, что плотности, а его результативности, да, от слов до дел очень короткий промежуток времени. Ну, приятно, я удивлен вот таким вот контактом, это дорогого стоит, что когда люди что-то говорят, они тут же это, в общем-то, в кратчайшие. Вот для меня удивительные сроки, в какие сроки происходит обещанное, там, реализуется на практических делах. Планируется ли проведение соревнований в Уфе, может быть, даже международного уровня? Ведь в свое время в столице республики проводили чемпионат мира по летнему биатлону.
Я могу с сегодняшних позиций, как вице-президент, отвечающий за взаимодействие с регионами, как член правления, который общается, там регулярно мы общаемся с членами правления, что, естественно, мы, сегодняшняя наша позиция, если мы остаемся, естественно, Уфа будет рассматриваться на уровне грандов нашего российского биатлона на проведение международных соревнований самого высокого уровня. Самого высокого уровня, я имею в виду этап Кубка мира, чемпионаты юношеские, обычно с этого начинается. Спасибо большое, Алексей Викторович, за такие распространенные, очень полные ответы на наши вопросы. А я напомню, на прямой связи со студией из Москвы был вице-президент Союза биатлонистов России. Мы говорили о развитии как российского, так и башкирского биатлона. Спасибо, что были с нами. Любите спорт и будьте здоровы.